Дело в том, что вот плотно изучая период 17-18 века, я столкнулся с тем, что на территории Южного Урала обитали несколько очень близких по хозяйственно-культурному типу народов. Все они говорили на языке кипчакской семьи, все вели более-менее полукочевой образ жизни, и, в общем-то, в основу этих народов входил тюркский пласт, так сказать, этнический. Да? Это, в первую очередь, башкиры, это нагаи, это казахи, каракалпаки и так далее. Да? То есть это вот та территория, которую мы называем Большим Южным Уралом. И у меня возник вопрос, как они себя идентифицировали? Ведь, собственно говоря, языковые различия были минимальными. Особенно для 17-18 века. Мы говорим, это уровень диалекта. Да? В отношении религии все они мусульмане. То есть, причем мусульмане, в общем, одного мазхаба. В-третьих, мы обращаем внимание, что у многих этих этносов была почти идентичная родовая структура. То есть совпадение родов у казахов, у башкир, каракалпаков, нагайцев достаточно очевидное. И они живут, по сути дела, по соседству. И возникает вопрос, что являлось маркером, которое позволяло, например, разделять представителей одного народа от другого. При этом надо отметить, что между ними на протяжении всего вот этого периода 17-18 веков прослеживаются определенные ассимиляционные процессы. То есть мы знаем, что значительная часть оставшихся нагайцев была поглощена башкирскими родами. То же самое происходило с каракалпаками в XVIII веке, с казахами и так далее. То есть там идет очень значительная зона ассимиляции. И таким образом этот вопрос становится еще более актуальным. Где был критерий, где маркер, который определял, создавал процесс самоидентификации? Да? То есть, во всяком случае, это не язык, это не религия, это не общность территории, поскольку она была почти общей для них всех. И, соответственно, я нашел упоминания, в первую очередь, в таких источниках, как записки академических экспедиций XVIII века. Кроме того, это упоминание у Рычкова и указания в башкирском фольклоре, огромном пласте башкирского фольклора. Для башкир, в частности, пишет Лепехин и Рычков, огромную роль играло локальное пространство. То есть, в частности, Лепехин и Паллас отмечают, что ни один народ не имеет так много сказаний, посвященных отдельным географическим локальным пространствам. То есть каждая речка, каждый ручеек, каждый участок горного ландшафта, леса обладал каким-то текстом. То есть он имел миф. Причем этот миф, как правило, выполнял функциональную роль. То есть башкиры тем самым, в общем-то, легко создавали мифологическую карту пространства, где каждому локальному месту отводилось свое место в этом мифе. И, соответственно, у каждого рода были свои сакральные центры. Как правило, кстати говоря, у каждого рода была, например, своя сакральная гора, как это установил этнограф-философ Закирьян Аминев. И мы говорим о том, что фактически мы не видим нейтрального пространства на локальном уровне. Каждое место имеет свое название и свой рассказ, посвященный этому месту. И Паллас задается вопросом, почему башкиры, в отличие от соседних народов, вот, грубо говоря, создают целый пласт этих рассказов. Паллас отвечает на этот вопрос достаточно неубедительно. Он отвечает, наверное, это говорит о древности этого народа, о его, так сказать, существовании на этой территории с древнейших времен. Я считаю, что это объяснение неубедительно. Почему? Потому что сакрализация локального пространства, она не характерна для многих древних этносов, которые существовали, например, долгое время в одном пространстве. Я аналогичный пример находил только у древних греков, где у каждого народа полиса существовали локальные вот такие пространства, которые мифологизировались. То есть фактически каждый полис имел свою святыню. Пещеру, где родился Зевс, например, да, или, допустим, гору, на которой
на которой что-то делал Гермес и так далее. Да? То есть каждый полис создавал свою карту мифологического пространства. Возникает вопрос, какую функцию это выполняло, кроме идентичности? Кроме того, что человек, ориентируясь в пространстве, знал ее мифологическую карту. Ну, во-первых, это разделение на своих и чужих. То есть, если попадал чужак, пришелец, то он в этой карте совсем не ориентировался. То есть она была для него чуждой. И это позволяло уже на уровне знания создать такой критерий идентичности. Во-вторых, вот я эту концепцию выдвигал и прежде. Я считаю, что у каждого архаического этноса есть свой объем сакральности. То есть своя сакральная энергетика, которой он распоряжается по своему выбору. Какой-то этнос сакрализирует, например, иерархию. То есть для него сакральным является священная власть. Ну, мы можем привести массу народов, которые сакрализируют своих правителей. И для них эта иерархия является необходимой осью их социума. То есть при утрате священного жреца или правителя фактически социум пребывает в кризисном положении. Да? То есть утрата правящего дома. Да? А другие этносы, которые не сакрализируют иерархию власти, они эту энергетику направляют на сакрализацию пространства. Вот обратите внимание, греческое общество античного времени – это общество акефальное, то есть лишенное какого-то священного центра, но при этом это общество, которое сакрализирует локальность пространства. То есть каждый грек каждого полиса был готов умереть за свой полис, за территорию, за землю своего полиса, да? Но не за священного царя или жреца. Аналогично у башкир. В общем-то, вот эта вот доля сакрального, она легла на пространство, на локальное пространство, на родовую территорию. И обратите внимание, основная ведь мысль эпоса «Урал-Батыр», она заключается в том, что главный герой отказывается от вечной жизни во имя вечности родной земли. Причем родной земли именно не в плане мирового космоса, да, вот этой всемирной гармонии, а именно конкретного локального пространства Урала. И вот эта вот основная идея этого эпоса, она, в общем-то, работает до сего времени. То есть эта вот фасцинирующая идея, она до сих пор направляет энергию башкир. Вот, известно, что в конце 80-х годов социологи проводили опрос студентов разных вузов, причем разных этнических групп. И вопрос ставился один. Что является для вас главным признаком вашей нации, вашей национальности? Вот, кстати, башкиры, в отличие от татары отвечали в основном, что это язык, то есть свой родной язык. А башкиры говорили о своей родной территории, имеется в виду своей малой родине. Они считали, что именно принадлежность к этому локальному пространству делает их башкирами. То есть спустя много веков после архаического, так сказать, эпоса «Урал-Батыр» до сих пор этот императив, он вполне является эффективным. И последние события, которые происходят в нашей республике, они, в общем-то, подтверждают это. То есть, как только возникает угроза своему сакральному локальному пространству, тут же возникает какая-то волна, причем она сама организуется, ей не нужен какой-то лидер. Это возникает вот подспудно из коллективного бессознательного, которое, в общем-то, оправдано, то есть подтверждается многими памятниками башкирского фольклора. Таким образом, мы приходим к мысли, что для башкир как этноса базовым маркером своей идентичности является принадлежность к локальной территории. И ценность этой принадлежности определяется ее сакрализацией. То есть она становится священным, и принадлежность к этой священной территории, я повторяю, и делает башкира башкиром.